столичной школе номер 37 состоялся муниципальный этап республиканского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы-2025». В профессиональном конкурсе приняло участие 14 педагогов чувашского языка и чувашской литературы города Чебоксары. Конкурс проводился в 3 тура. Участники первого конкурсного дня провели урок и классный час. А в рамках второго конкурсного дня педагоги представили эффективные методические практики организации процесса обучения и воспитания. А заключительным этапом стал творческий номер. Я на своем уроке представила наступление весны, чтобы быстрее, тепло, солнце. А мастер-класс у меня настольная игра, которую я сама составила для того, чтобы детям привлечь. Игра настольная, она не первая, раньше было, уж с 18 веков, чтобы дети лучше учились свой родной язык. Конкурс проводился в целях создания условий для сохранения и популяризации чувашского языка, выявления и поддержки творческих учителей и распространения передового педагогического опыта и новаторских подходов к обучению школьников. И, конечно же, в профессии учителя случайных людей просто нет. Это настоящее призвание. Это самое главное, наверное, любить. Это не мои слова, конечно, любить то, что ты преподаешь, и любить детей. И позитивно относиться к своей деятельности. Вот я недавно прочитала слова, мне они очень понравились, я поделилась сегодня с коллегами. Учитель должен приносить радость в класс, чтобы после его ухода улыбка еще оставалась в классе. Сохранять чувашский язык просто необходимо. С самых первых слов «о те» и «о не» и начинается любовь к родному языку. Сохранять язык нужно для того, чтобы наша национальность также развивалась, шла только вперед, чтобы чуваши были на земле и национальность, чтобы наша не исчезла. Мастерство неотделимо от творчества. О способности выдвигать новые идеи, принимать нестандартные решения, использовать оригинальные методы и технологии, конструировать учебно-воспитательный процесс, воплощая замысел в реальность. В своей методике, в своей работе стараюсь применять новые технологии. Я с детьми работаю, используя словарь концептов на уроках чувашского языка и литературы. Это занимательно и познавательно. Игровые технологии, использую Plickers, использую платформу learningapps.org. Вот в этом учебном году я для обучающихся 2 класса сделала на этой платформе 34 урока. И любой учитель, ссылки поставлены, темы разработаны, игры разработаны. И любой учитель, пройдя по ссылке, может использовать эти игры на любом этапе урока. Это детям очень нравится. Они расширяют свой кругозор. Это общение друг с другом и, конечно же, новые навыки. Работа с компьютером, выход, вход. Сегодня чувашский язык – важнейший инструмент единения наших соотечественников, основа культуры, многовековых национальных традиций. Он является основным символом выражения национальных обрядов, обычаев, традиций и государственности. Елена Яковлева, Антон Небытов. Жизнь столицы.